С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам. Всевышний Аллах в своей великой книге говорит: «Будь снисходителен, вели творить добро и отвернись от невежд». Наипрекраснейшим образом истолковал аят шейх Ас-Саади рахимахуллах. В отношениях с людьми нужно быть снисходительными, призывая окружающих к тем поступкам и качествам, которые не обременительны для них. Не следует возлагать на людей то, чего они не могут позволить себе. Напротив, следует благодарить их за праведные поступки и высказывания, прощать им некоторые упущения и закрывать глаза на их недостатки. Нельзя проявлять высокомерие перед младшим из-за его возраста, перед слабоумным из-за его недостатка ума, а также перед бедняком из-за его необеспеченности. Напротив, каждому следует относиться с добротой так, как этого требуют обстоятельства, и нужно всегда доставлять людям радость. Мусульманин должен обучать других людей говорить красивые слова, совершать прекрасные поступки и делать добро близким и не очень близким ему людям. Общаясь с окружающими, нужно обучать их знаниям и вдохновлять на добро. Людям следует призывать к поддержанию родственных связей, учтивому отношению к своим родителям, установлению мира между людьми. Им нужно давать полезные советы, подсказывать правильные решения, помогать в добре и богобоязненности. Наряду с этим следует предостерегать их от скверных деяний и обучать тому, как можно обрести блага в религии и в мирской жизни. На этом пути проповеднику непременно приходится сносить обиды, наносимые невежественными людьми, и поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля повелел отворачиваться от них и не уподобляться им в их невежестве. Если мусульманин обижает словом или делом, то ему не следует отвечать на это оскорбление. Если его лишают прав, то ему не следует лишать прав своего обидчика. Если с ним разрывают родственные связи, то ему лучше попытаться восстанавливать их. А если с ним поступать несправедливо, то он все равно должен оставаться справедливым и беспристрастным. Пусть Аллах сделает это наставление полезным для меня и для вас, дорогие братья и сестры. Научит нас тому, что принесет нам пользу и умножит наши знания. И хвала Аллаху, по чьей милости благие дела доводятся до завершения. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.